Уважаемые преподаватели, студенты, все работники нашего университета. Сегодня у всех нас, у трудящихся республики, знаменательный день. Сегодня исполняется 90 лет со дня открытия Бурятского государственного педагогического института. Вот решение об открытии было принято 10 января 1932 года Советом народных комиссаров Российской Федерации. Конечно, открытие университета, пединститута – это было большое, значимое событие в жизни не только интеллигенции, но и в жизни всей республики. Вот основой для создания университета являлись 60 студентов из Иркутского педагогического института. Было бурят-монгольское отделение, вот в количестве 60 человек, и это отделение было переведено в Улан-Удэ во главе с заведующим отделением Мархос Петровичем Хабаевым, и вот это была основа пединститута. Открытие было торжественным. На заседании ученого совета собралось вся, так сказать, все руководство республики во главе с Ярбановым. И после доклада Мархоса Петровича Хабаева на ученом совете выступил с приветствием Ярбанов, который очень высоко отозвался об этом событии. И другие руководители. И так начинался пединститут. Я хочу сказать, что пединститут, вот бурятский, тогда бурят-монгольский назывался, это было первое высшее педагогическое учебное заведение в национальных районах Сибири. Мы гордились, люди, проживающие на территории Бурятии, что вот у нас есть высшее учебное заведение, где будут готовиться высококвалифицированные учителя, потому что учителей с высшим образованием в то время практически не было. Ну вот в конце 20-х годов было всего 9 человек. Конечно, это очень немного. И вот стал вопрос. Решение-то принято об открытии, а как это решение наполнить реальными делами? Было много проблем. Но прежде всего это проблема студентов. Студентов не было. Вот кроме 60 человек, которые с Иркутска вошли в состав пединститута, других практически не было, поэтому приходилось прилагать большие усилия, чтобы набрать первый набор студентов. И было набрано первый год, в конце года в пединституте было 143 человека. 143. Просто не было людей со средним образованием. Поэтому был создан педрафак. И вот в педрафак со всей республики набирали молодежь. И здесь в течение 4 лет был 4-летний педрафак. И где в течение 4 лет готовились будущие студенты пединститута. И только уже в конце, уже в 1939 году закончили рабфак 100 с небольшим человек, которые влились, вот уже подготовленные в пединститут.
И проблема с набором была трудной и в последующие годы. Но не только с набором, не только не было студентов, не было и преподавателей. Ведь не было тогда в Улан-Удэ преподавателей, которые имели бы степень кандидата, доктор наук. Были учителя, и то, так сказать, их было не так много, как я уже сказал. Поэтому очень большую помощь оказало Министерство просвещения в Москве. Вот тогда были отобраны из Москвы, и из Иркутска, и с Украины некоторые лучшие преподаватели, которые были рекомендованы для работы в наш пединститут. Вот. И приехали, потом многие годы трудились в пединституте. Еще что хотелось бы сказать. С жильем было сложно. Преподаватели приехали, студенты приняты, а жить негде. Поэтому жили в очень стесненных условиях. И вот возле театра, оперы и балета на том месте стояло двухэтажное здание, туда селили преподавателей и работников. В общежитие студентов селили, а общежития не хватало. В комнате было по 30 человек. Стояла плита, стоял чайник, большой с водой, и ночевали, жили и девочки, и парни. Правда, позже стало несколько лучше. Вот. Позже уже было построено общежитие, но позже это по улице Рабочей, вот оно и сейчас есть, правда, по-моему, сейчас там факультет права, юридический факультет, а тогда это было первое общежитие, которое было заложено в 1954 году. И оно было построено в 1959 году. Вот. И одновременно заложен был учебный корпус, здание учебного корпуса, вот где сейчас находится памятник Доржи-Банзарову за Доржи-Банзаровым. Но этот корпус строился очень долго. Вот. В 1942 году он был как бы принят, но дело в том, что в этом корпусе не было еще ни актового зала, не было ни парадного входа, не было спортивного зала. Это все было сделано только значительно позже, в 1947 году. Вот это был такой первый учебный корпус, хотя не совсем это так как бы. Потому что самый первый учебный корпус, который начал действовать с момента открытия пединститута, это был корпус напротив почты, трехэтажное здание. Вот там была администрация, и там проходили занятия. Поэтому вот, конечно, было очень стесненные были условия и для учебы, и для жизни. Стипендия была маленькая, 13 рублей. Выдавали на сутки 400 граммов сахара, 400 граммов хлеба, а на неделю 500 граммов сахара. Конечно, но тем не менее жизнь как бы в студенческой среде, она
кипело, студенты шли на стройку, строили тогда, был период индустриализации, строили ЛВРЗ, ПВЗ тогда, студенты шли строить, строили стекольный завод, мясокомбинат, и студенты в этом принимали активное участие всегда. Вот. Ну, конечно, это было, 30-е годы были самые трудные годы из всего 90-летнего периода существования вуза, потому что тогда и не только в самом вузе были проблемы, я имею в виду, там не хватало аудитории, не хватало книг, учебников, библиотеки, но была и политическая, социально-психологическая атмосфера очень сложная. Тогда были частые аресты, частые суды, частые преследования за какое-то слово неудачное сказанное, могли уволить с работы и посадить в тюрьму. Ведь тогда многие преподаватели пострадали. Пострадали и первые 3 руководителя пединститута. Вот, начиная с Мархоса Петровича, который был первый директор пединститута, который был уволен, а потом и сидел. И 2 последующих директора тоже. Это был сложный период в жизни. Поэтому преподаватели не всегда с большим удовольствием шли в качестве руководителя в пединститут. Вот с 1937 года в течение 2 лет была директором института Карпова Татьяна Ефимовна. Женщина. Но когда ее вызвали в обком партии и сказали, что вот вы назначаетесь директором пединститута, Татьяна Ефимовна вышла с этого большого дома, спустилась на площадь, села на скамейку и горько заплакала. Горько заплакала. Какая же я директор? Я 3 месяца назад, как была студенткой, только получила диплом. И вот в таких раздумьях, сидя, подходит к ней инструктор обкома партии. Увидел, что сидит вот Татьяна Ефимовна, подошел, взял ее за руку и повел в здание пединститута, в кабинет, посадил ее за стол директорский и сказал: работайте, вот ваше место. И действительно, она в течение вот этих 2 лет работала директором пединститута, ну а потом еще в последующие многие годы работала заместителем директора по заочному обучению. Студенты, конечно, было время трудное, но несмотря на трудности, несмотря на дополнительные занятия, подготовительные всякие курсы и так далее, довоенный период получили диплом пединститута 400 человек. Это был очень серьезный такой, выпуск, за все годы, потому что учителей не хватало, и 400 для республики это было много. Ну и военные годы были очень трудные. 1941 год началась война, но пединститут не прекращал работу, продолжал, но что?
все мужчины-преподаватели, все студенты, мужчины ушли на фронт. Остались одни женщины. И то некоторые студентки вынуждены были уехать домой в район, потому что там, подчас оставалась только одна больная, старенькая, это мама. Поэтому в пединституте была очень тяжелая обстановка. Занятия проводились с 8 часов до 23:45. Без 15:12 заканчивались занятия. Занятия проводились в 3 смены. И недоедание, мало было времени для отдыха, потому что помогали заводам, фабрикам, различные выполняли работы по городу. И тогда было действительно очень непросто учиться, работать. И при этом студенты неплохо занимались, успевали. Сдавали экзамены хорошо. Считалось, что стыдно сдавать экзамены плохо или даже на 3, если идет война. Все воюют, а ты плохо учишься. Это позорным считалось, поэтому все старались хорошо учиться. Можно и дальше рассказывать об истории, но я думаю, что, может быть, не стоит так много уделять этому внимания. Действительно, время было трудным, преподаватели стали повышать свою квалификацию, стало повышаться профессионализм преподавательского состава. И из этих 90 лет, конечно, я бы, например, выделил как самые трудные, самые сложные, это 30-е годы, о чем я уже частично говорил, потому что и общежития не было практически, жили, кто-то жил на квартире, а жили таких старых, жили жили, как Татьяна Ефимовна Карпова пишет, жили в помещении, складском помещении бывшего купца. Жили 30 человек, девочек жили там. Правда, надо сказать, что уже к 1939 году, о чем я уже говорил, было построено это общежитие, которое по улице Ранжурова. Там это уже большим было таким событием. Уже там жили многие по 4 человека в комнате, а некоторые, правда, жили и достаточно большим количеством, по 17 человек. Иван Александрович Батудаев, бывший тогда студент, в последующем ректор, он пишет, что мы жили по 4 человека, но в соседней комнате жило 17 человек. Поэтому проблема уборки, проблема ухода за помещением была весьма и весьма сложной. Когда мыли пол, надо было убирать кровати на коридор и таким образом проводить уборку, там все такое. Был сложным периодом 50-е годы. Здесь тоже трудности были большие. В эти годы не случайно начали строить учебный корпус по Ранжурова. И его закончили в середине где-то 50-х годов. И тоже строили и общежития, потому что надо было жить студентам. И преподавательский корпус построили двухэтажный недалеко от пединститута.
Ну, что хотелось бы сказать, что вот за эти 90 лет наш вуз вырос, стал крупным высшим учебным заведением в Сибири и на Дальнем Востоке. Вот 60-е годы ознаменовались тем, что было построено вот главный корпус, вот это большое здание. Оно строилось под руководством Ивана Александровича Батудаева. Вот. Это был денег мало было, некому было строить строителей, материалов, но тем не менее строители были, и в том числе и наши девочки бригады создавали, и они штукатурили, и красили, и так далее. И в это же время, это были 70-х годов, и в это время, в конце уже 70-х годов, началось строиться общежитие вот на 888 мест. Вот этот корпус, учебный корпус на 1400 мест, а общежитие тоже строили ребята, шли, строили, овладевали, так сказать, строительным ремеслом и вот возводили эти корпуса, а занимались в основном вечером, уже, так сказать, после работы. Были консультации, были занятия и так далее. Вот хотелось бы сказать, что действительно этот период был не только таким знаменательным в плане укрепления материальной базы, развития, а были и строились еще и оздоровительный лагерь, лыжная база на Верхней Березовке, ну и многое другое. Вот. Но здесь менялась серьезно и технология учебного процесса, когда много внимания уделялось качеству преподавания, когда и преподавательский состав менялся, становились преподаватели кандидатами, докторами наук, развивалась наука. Я помню 1967 год, когда была защищена первая докторская диссертация Никифором Петровичем Ягуновым. Это было большое событие, когда в Московском государственном педагогическом институте Никифор Петрович успешно защитил докторскую диссертацию по проблемам национального движения в Восточной Сибири. И Никифора Петровича встречали в аэропорту все историки, весь ИСТФИЛ и руководство института встречали, и сразу привезли его за стол. Это было, конечно, был большим событием. И после Никифора Петровича защитил Иннокентий Викторович Измайлов, биолог. Были защищены Ефрем Егорович Тармаханов, Даши Батуевич Улымжиев, Михаил Петрович Хамаганов. Вот защитили и следом Николай Иванович Иванов, физик. Это уже был такой прорыв, и уже кандидатские диссертации тоже уже, так сказать, пошли более активно, уже много стало кандидатов наук. И развивалась наука очень неплохо. Вот в институте в это время была создана коллективная тема. Я до сих пор помню, она называлась очень длинно «Деятельность школы, семьи, трудовых коллективов, общественности по трудовой, политехнической подготовке и профориентации сельских школьников». Тогда упор делался на село.
на улучшение преподавателей, на улучшение работы сельских школ. И я помню, что в этой теме участвовало более 100 человек. Была проведена конференция большая, всероссийская. Было издано 4 тома трудов по материалам этой конференции. Тогда Министерство образования России заслушало ректора нашего института Ивана Александровича Батудаева об опыте подготовки учителей для сельских школ. Был заслушан его доклад на коллегии Министерства образования России. Конечно, можно сказать и о других. Развивался активно спорт, художественная самодеятельность, был создан ансамбль и так далее. Ну и в последующие годы много сделано уже, когда на базе пединститута и Новосибирского филиала, Улан-Удэнского филиала Новосибирского университета, был такой Улан-Удэ, был создан уже Бурятский государственный университет. Это было, конечно, крупным событием. Здесь большая заслуга Степана Владимировича Калмыкова. Но я хочу сказать, что и раньше ставился вопрос о создании университета на базе пединститута. Многие пединституты во второй половине 50-х годов в России были преобразованы в университет. У нас тоже возникал такой вопрос, активно обсуждался, так он и как бы спускали его на тормозах. Но серьезно стал вопрос о создании университета на базе пединститута в 1967 году. В 1967 году. В этом году, я как раз 1964 года был секретарем парткома, и последующие годы, и помню, что в 1967 году писали письма в Министерство высшего и среднего специального образования, в партийные органы с просьбой открыть на базе пединститута университет. Это для того, чтобы более активно развивалась наука. И помню я, борьба была вокруг этого очень такой активной. Но дело в том, что пединститут ставил вопрос о строительстве тогда этого корпуса учебного, главного учебного корпуса. А учебный корпус должно было строить пединститут, финансировать его должно быть Министерство образования. Но Министерство образования, как узнало, что пединститут хочет превратиться в университет, то оно отказывалось включать в план строительства свой, потому что это другое министерство, надо было финансировать, а Министерство образования зачем финансировать учебное заведение, которое переходит в другое министерство, Министерство высшего и среднего специального образования. Поэтому борьба вокруг этого была очень сильная. Я помню, что председатель педагогического республиканского общества Михаил Николаевич Мангадаев, председатель обкома профсоюза ХДХН, и некоторые директор ИУ, некоторые другие написали большое письмо в Министерство образования, что ни в коем случае не нужно превращать пединститут в университет. Это отрицательно скажется на подготовке учителей. И тогда министр образования послал сюда
первого заместителя Александрова Николая Васильевича, Александрова Николая Васильевича, для того, чтобы разобраться на месте. И помню, накануне приезда звонит Мадагоев Андрей Рубхевич, первый секретарь обкома партии, мне как секретарю парткома. Вот мы приглашаем завтра приезжает Александров, первый заместитель министра. Мы придем к вам, ни в коем случае никто не должен говорить о том, что вы хотите университет, что ставить вопрос о превращении пединститута в университет, иначе не получите денег и не будет построено здание. Конечно, Мадагоев редко звонил секретарю парткома, чаще всего звонили там за отделами и другие секретари, но я понял, что это очень серьезное такое предупреждение. И мы всех собрали, деканов, завкафедрами, вот сказали, завтра будет встреча, ни в коем случае никто не должен вести речь о том, чтобы на базе пединститута возник университет. И действительно, второй день пришел Александров, пришел Мадагоев, другие чиновники. Была встреча с активом пединститута, и вот Александров выступал, Мадагоев, и уже никто не говорил, не заикался о том, что нужно пединститут превратить в университет. Все говорили, нужно пединститут, нужно улучшать, нужно строить базу и так далее. Вот. Поэтому уже в 1967 году ставился вопрос о превращении института в университет. Потом, так сказать, спустили это на тормоза, строился пединститут. Строился тяжело, потому что денег не было, и строителей не было, и так далее. Но, тем не менее, уже в 1981 году этот корпус был построен, и через год примерно построено было общежитие. Это было большим событием, большим событием для пединститута. Серьезно укреплялась его материальная база. А уже в последующем я уже сказал, что ставился в последующие годы снова вопрос о университете, чтобы превратить пединститут в университет, присовокупив сюда филиал Новосибирского университета. Тоже шла борьба, но в конце концов это благодаря активности, усилиям, прежде всего Степана Владимировича Калмыкова, который очень активно эту идею, так сказать, пробивал, будучи депутатом Народного хурала. Вот, в конце концов, стал пединститут, на базе пединститута стал университет. Стал университет, который, в общем-то, как мне представляется, развивается довольно успешно. Из пединститут и университет подготовили большое количество учителей. По существу ежегодно обеспечивали потребности республики в хороших профессиональных кадрах учителей. Вот. И среди выпускников института есть много заслуженных учителей Российской Федерации, Республики Бурятия. Есть народный учитель СССР Гармаева, сельская учительница. Из Сенинститута, пединститута, из его студентов вышли и ученые. Вот несколько человек, академиков. Вот Атутов, известный академик Петр Родионович. Вот Базаров, Вандан, вылетел из головы. Да, Базаров.
Вот, уважаемый, вот сейчас он является руководителем и института, и филиала. Вот он выпускник, историк Борис Ванданович. Борис Ванданович. Вот, и член коры, много член коров, ну и членов Академии общественных наук. Так что кадры, которые готовил пединститут и сейчас готовил университет, они достаточно подготовленными, достаточно опытными, знающими, чем мы и гордимся. В университете хорошо развита наука, много лабораторий, много тем коллективных, которые разрабатываются совместно с другими вузами и научно-исследовательскими институтами. Также надо сказать, что сегодня университет – это крупное учебно-научное заведение в Сибири и на Дальнем Востоке. Сегодня в университете учится более 10 тысяч студентов, трудится 1100 преподавателей, в том числе около 400 кандидатов наук, доцентов, около 200 докторов наук, профессоров. Это говорит о таком серьезном, качественном потенциале нашего университета. Университет располагает довольно неплохой материальной базой. Вот. Сегодня занятия проводятся днем, вот, и нету третьей смены, и нету второй смены, а в одну смену занятия проводятся. Работают студенческие научные кружки, художественная самодеятельность, преподаватели активно участвуют в общественной деятельности, ну и, естественно, студенты. В общем-то, наш институт сегодня является одним из наиболее таких значимых. В Бурятии он является флагманом, можно сказать, что он такое занимает центральное место. Бурятский университет – это не только высшее учебное заведение, но это и центр науки, и центр культуры, который успешно развивается и совершенствуется. Мы надеемся, что и в будущем университет будет набирать темпы, будет приобретать опыт, будет совершенствоваться как вуз и готовить достойные кадры для нашей республики. Спасибо.